Ну что ж, продолжаем наш утренний эфир. Напоминаем, работаем мы в прямом эфире, поэтому 222-333, по этому номеру телефона вы можете дозвониться, чтобы задать следующие вопросы нашим следующим гостям. Небольшая тавтология такая. Да. В конце прошлой недели в рамках Бахыт Бала в наш город приехал ногайский художник Алибек Баймуратович Койлакаев. Он выпускник училища имени Джемала, получил диплом мастера резьбы по дереву в городе Махачкала. И далее обучение продолжил в Государственном университете культуры и искусств Академии художеств в городе Краснодар. Ну что ж, приветствуем его и в нашей студии. Доброе утро. И, конечно же, рядом с ним друг и помощник Мади Раимов, общественный деятель, который знаком нашим многим горожанам. Доброе утро. Доброе. Как настроение у вас? Отлично. Весеннее, да, и праздничное, наверное, все-таки. Ну, не знаю, с кого начнем, Мади? С предыстории, да, наверное? Как вы знаете, что с конца февраля у нас стартовала программа Бахыт Бала. Она разделена где-то на 8 блоков. Один из блоков, 6-й блок, дополнительное образование. Совместно с Облано мы привлекли общественные объединения разные. И мы придумали разные проекты, которые будут до 1 июня продолжаться. Это выпуск сайта Бахыт Бала-Ахтюбе называется, где будет вся информация, которую мы проводим. Потом в дополнительное образование мы привлекли, как можно сказать, интересных людей привлечь. Первое, вот пригласили Алибека Койлакаева, который проводит 5-дневный мастер-класс для детей. Мы уже 2 дня проводим в Академии творчества. Дети очень довольны, что интересно. Даже вчера такая ситуация была, говорит, у них там маленькие дети, 6-7-летние школьники, которые больше 10 минут нигде не сидят. 2 часа его слушали и не отпускали. Плюс преподаватели еще этого заведения где-то минут 40 не отпускали. Одним словом, 2 часа 40 минут его держали там, чтобы многое дал, говорит. Так, это только один день прошел. Да, Алибек, готовы к такому напряженному графику? Это для меня нормально. Обычно дети сидят час, а потом видно, бывает, дети устают, ну, как на уроках. А здесь казахстанские дети, они сидели 2 часа спокойно, и никто не выходил и не мешал. Или я был строг, или им было интересно, но было интересно в любом случае. Ну, конечно, такая география у вас, и Краснодар, и Махачкала. Ну, как вы успеваете? Расскажите немного, да, теперь уже о себе. Где проживаете? И... Я, во-первых, хотел бы поблагодарить Мади за приглашение, потому что дети для меня это святое, и будущее, то, что мы делаем, это зависит от наших детей, как мы созидаем. О себе я не стою на месте, везде приглашают, поездил по Турции, везде по Казахстану был, в Астане много выставок делал, в Турции много выставок делал, также для турецких детей, для российских детей мастер-классы. А в России тоже, от Махачкалы до Москвы тоже делал выставки, тоже мастер-классы. Больше мне нравится давать мастер-классы, потому что 1 час для ребенка с моим опытом может изменить его будущее. Потому что у меня так случилось, я работал и сейчас не работаю. То есть своим творчеством я начал зарабатывать. И мне хочется дать всем надежду, что творчеством человек может заработать деньги, что нету этого стереотипа художник значит бедный. Художник должен быть богатым. И я объясняю, как можно заработать. Ну, это не коуч, а... Просто ваш жизненный опыт, наверное. Да, надо любить свое дело. Если ты сильно любишь или же там петь, там, танцевать, рисовать, то это больше, чем заработок и деньги. То есть, когда ты богат душой, то деньги, они сами автоматически приходят. Мне вот это больше важно. И важно, чтобы и в России, и в Казахстане культура, дети, культура стала на первое место. Потому что от красоты зависит и другое. Ну, всегда говорят, что нужно заниматься любимым делом, и любимое дело будет тебе как в благодарность приносить деньги. Это, наверное, счастье для вас? Конечно, конечно. Алибек, а у меня вот такой вопрос. Почему именно резьба по дереву? Как получилось, что вы заинтересовались этим? Резьба по дереву. Вообще, рисунок – это даже совет для взрослых. Чтобы хорошо научиться рисовать, рисунок это своего рода как психология. То есть рисунок закрепляет человеческий характер. Если человек
хорошо пишет, почерк красивый, умеет держать карандаш, чертить. Это придает уверенности человеку в жизни. Также вот из-за этого, когда родители приходят с детьми, мастер-класс становится интересным для родителей. Потому что они думают, ну там бизнесмены бывают, и когда человек элементарно не знает, то для него это удивительно, что он не знает обычные базовые вещи. А вопрос какой был? Я что-то ушел. Почему именно резьба по дереву? Да, почему резьба по вы дереву, заинтересовались именно этим? Я всегда детям советую и родителям говорю, покупайте своим детям пластилин. У меня все началось в детстве с пластилина. Если человек начинает лепить, он чувствует форму, анатомию, форму человека, и тогда уже становится легче рисовать. И из-за этого я поступил осознанно на дерево, камень, кость. И получил диплом первой степени среди всех прикладников Дагестана. То есть у меня это пошло уже... То есть и дерево само по себе благородное. Когда вырезаешь, ты становишься ближе к природе. И мне это нравилось, я другую специальность не выбирал. Ну, конечно, в училище я интересовался и дизайном графических программ, дизайном одежды. Вообще в своем арсенале имею все в плане во всех направлениях. Лепка, дизайн одежды. Могу объяснить даже, как сделать логотип. Как Вот вы да, успеваете кстати. вот это все делать? И по всем направлениям, еще и поездить по городам, еще и в дальние зарубежье, давать мастер-классы. Как я успеваю? В мастер-классах я говорю, художник должен сделать себе условия, выстроить какой-то некий бизнес или же продавать. Я вчера рассказываю, я говорю, в начале своего пути я был в Москве игрушечком. То есть для меня не было, то есть чувство художника, что мне нельзя быть грузчиком или там расфасовывать там товар и так далее. То есть мне нужно, чтобы у меня всегда под рукой был карандаш, бумага, краски. И сейчас это все как-то системно произошло. Последние 2 года вот я продам одну картину и спокойно езжу, спокойно рассказываю, не думаю о том, что мне нужно кормить семью. Семью я кормлю, дал деньги супруге и дальше работаю. То есть мне никто не мешает. Нету того, что я кому-то что-то должен там и так далее. Успевать, я в детстве был любопытным, и мне хотелось научиться всему. Когда мне говорят, ты не можешь рисовать машину, я это беру и доказываю человеку, и неделю я буду трудиться и показывать. Вот это я детям объясняю. Нету такого, чтобы человек что-то не умел. Ребенку говорю, ты такой же ребенок, который с тобой рядом. Если твой одногруппник талантлив, лучше всех, значит этой группе повезло. Так же и в компании, и в жизни. То есть надо, ну еще объяснял, конечно, если лидер в группе есть, он должен помогать. И дети не должны стесняться друг друга учить там и так далее. На вашем официальном сайте есть фотографии из ваших выставок и в Турции, которые вы проводили, и в России, и в Казахстане у нас. И также на вашем сайте есть работы не только по дереву, есть и вот дизайн футболок, и в интерьере ваши работы используют. И я вижу у вас на руке кольцо, скорее всего, это тоже ваша работа, потому что и фотографии этих работ тоже есть на официальном сайте. Скажите вот об этих вещах. Повторюсь, я люблю делать все. От одежды до... То есть, может быть, это как-то... Не могу сказать, что я удивительный в этом плане. Просто я берусь за все. Просто вам это нравится и Человек, интересно, да? детям говорю, ваш мозг, это не только там дерево, рисунок, дизайн. Ваш мозг может брать сразу 20 направлений. То есть мозг, как это... Вот есть в компьютере, да, там 10 терабайт, 1 терабайт, да. А наш компьютер, он... Если ты понимаешь, что ты можешь вложить многое и делать многое. И также я занимался всем. В Астане я работал в сувенирной компании. 2,5 года у меня опыта с сувениркой. Вот. Есть сувенирная продукция и печать на футболках. Вот. Для меня вообще своим творчеством важно, чтобы тюркский мир, казахстанский мир, российский мир был богат этносом, эпосом. Если ребенок будет знать историю, не только казахстанскую, но и российскую. В моих картинах цари, ханы, полководцы, ну, а также другие работы. Ну,
Для меня вот это созидать, дети, чтобы знали, когда человек, ребенок богат здесь, он всегда будет смотреть дальше, потому что наши предки, все предки, цари, ханы, полководцы, чтобы вы не думали, что только вот это, потому что я обучаю и русских детей, и турецких детей, то есть чтобы они знали историю великих людей, как они добивались, насколько они были терпеливы, чтобы что-то сделать, нужно быть усидчивым. Нету такого, чтобы я родился, и я все умел. Я детям сказал, 99% труда – это и есть успех. Сколько дней будет длиться мастер-класс и где вас найти? Вот, Мади, а вот наверняка только ли в академии? Только в творчества, академии? Да, ну, сегодня у нас будет, будет мастер-класс для учителей рисования в школах. Они А вы, то есть, много поделили первый день дети, Да. второй день Это преподаватель? один день попросили взрослые почему-то. И что интересно, я когда на одном мастер-классе присутствовал, он попросил нарисовать зарисовки. Лучше нарисовали дети, которые вообще не рисуют. Вот так вот, даже такое бывает. Получается, талант у них есть, главное его раскрыть. Мади, как познакомились? Познакомились мы несколько лет назад, когда я приехал презентацию своей книги первую делать «Оплот тюрков». И там познакомились как бы. У него еще интересно, у него 25 мая день рождения, у меня 26 мая. Близнецы по зодиаку. Да. Почти в один день. Да. И так получилось, познакомились. У нас идея это давно было. Плюс это, можно быть, сказать спасибо, что вообще, что Аким такой проект поддержал. И меня поддержал, можно сказать, что управление образованием Ляззат Амаджоловна Урзбаева. И на этом фоне мы подумали, почему человек не может, тем более, я считаю, что он международный. Вот недавно я наблюдаю за его, за лентой его новостей, что он там фурор сделал в Анкаре, да, если не ошибаюсь? Адана. В Адане, в Турции. И я подумал, почему бы нет с моим мастерством, пусть поделится с нашими детьми. Тем более, я его повез на Исет Батыра, потому что он очень интересуется этникой, культурой нашей, от Казахстана. Предки, мавзолеи, потому что все работают. Глядя, на ваши работы, можно уже понять, как он направлении. Если для меня вот важное такое, если я нагаец по национальности, у нас как бы, чтобы в жизни все было хорошо, я не из-за этого иду к предкам, да, вообще нужно о них вспоминать. Да. Чем больше мы помним своих предков, близких, Свою кого историю. нету, то они всегда будут нам помогать, и мы не потеряем о них память. Для меня все предки, они живы, потому что я о них помню. Потом, кому интересно, 22 марта прямо в парке первого президента с 12 до 2. Вот только хотела спросить, с 12 может до быть. 2 будет выставка его картин. 22 Где марта. именно с 12 до прямо 2? в парке В первого парке. президента. Это только 22 марта? И 24 в Академии творчества с 11 до 3 дня. Это будет ее тоже вторая выставка. Там можете То есть работы вы посмотреть. свои привезли с собой некоторые? Да. Здесь лишь малая Кому часть интересно студии купить представлена. эти... Тоже возможно, Да, есть возможно, Рабочий вид привезли, да. Здорово, это очень здорово, что есть люди, которые привозят вас, приглашают в наш город. И здорово, что вы у нас оказались именно на Наурыз. Вас поздравляем с наступающим праздником. Спасибо большое. Вам благополучия, конечно же, успехов в творчестве. Рассчитываем, что в нашем городе вы будете вновь и вновь появитесь в нашей студии. Да, мы напомним, что в нашей студии были Мади Раимов, общественный деятель, а также художник Алибек Койлакаев. Ну а наша программа и время заканчивается, к сожалению. Можно говорить бесконечно о творчестве, но тем не менее. С вами были Асель Арстангалиева. И Артем Ким. До скорых встреч. Пока. Счастливо.